я шторы практически закрыл. У нас сейчас такой солнечный немножко день. Да. Или лучше закрыть? Да, закрыть, да. Алибей, первое – это ваше последнее изобретение, о котором Далласская газета сделала материал в декабре, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вышел материал. Как я понял, это метод раскручивания никель-титановой проволоки. Расскажите вы правильно, что это за метод охлаждения, в чем его новизна? Да, хочу просто повторить ваши слова, что это статья вышла, она только вышла вот последнюю субботу в Dallas Morning News, хотя все это было сделано еще осенью прошлого года, и мы опубликовали эту статью в журнале Science. Речь идет о охлаждении среды, то есть известные машины Стирлинга, которые работают в наших холодильниках, они малоэффективны. Поэтому ученые придумывают разные методы, термоэлектрические, другие. И вот мы обратили внимание на то, что просто растягивание резинки, к примеру, оно более эффективно может охлаждать среду. И мы придумали новый метод. Вместо того, чтобы растягивать, чтобы сэкономить пространство и улучшить эффективность, я расскажу позже почему, мы скручиваем, к примеру, резиновую ниточку. И мы обнаружили, лучше всего этот эффект проявляется в резиновой нитке, поскольку резина имеет большую разупорядоченность и высокую энтропию с точки зрения термодинамики. Потом мы попробовали никель-титановые сплавы, которые имеют фазовый переход в области комнатных температур, поэтому эффективность еще выше. Мы пробовали это на углеродных нанотрубках, мы пробовали на нейлоновые проволочки. А вся идея в том, что когда мы закручиваем проволочку, напряжение прикладывается к поверхности, а охлаждение и вообще взаимодействие материала с воздухом или с жидкостью происходит через поверхность. Поэтому нет смысла вот в этой растягивающейся какой-то системе охлаждать центральную часть. И тут мы, когда мы просто скручиваем, мы натягиваем только поверхность. И здесь мы выиграем, мы, вкладывая меньшую энергию, мы создаем больше тепловую энергию. И здесь мы по эффективности превзошли известные системы вот, Стирлинга для охлаждения. Конечно, дальше работа инженеров, как эту систему обмена улучшить. Мы уже продемонстрировали, допустим, охлаждение воды. Буквально за несколько секунд стакан воды охладился на 7 градусов уже. А поскольку можно цикличность увеличить, ну, как и машина Стирлинга, она цикличная, мотор работает, то можно охлаждение до глубоких низких температур создавать. Вот в этом это простое изобретение, которое понравилось людям. И у нас очень много откликов сейчас. Людям, вы имеете в виду, это уже компаниям? Это интересно? Обратились компании уже, хотят сотрудничать в рамках известных договоренностей, что мы позволяем им использовать наши явления, ну, через патент. При этом они как бы платят определенные за это деньги, за знания, которые мы им передаем. Тогда я вот сразу уточню. Дело в том, что в этой статье, я сайенсовскую статью не читал, я читал только, скажем, обычную газетный материал, ссылку на который вы выслали. Шла речь о том, что пока удается эффективно охлаждать там 1 грамм воды. Вы говорите о стакане воды, это разные объемы, да, разные массы все-таки. Да, на самом деле сделали непрерывную систему. В этой работе мы коллаборируем с несколькими странами. Это Китай, Бразилия и Англия. И вот китайские наши коллабораторы, мы их попросили сделать систему охлаждения, непрерывного охлаждения воды. И они демонстрировали, они поставили стакан, буквально в течение минуты охладилось до 7 градусов. То есть удобно сразу выпить эту воду как бы из крана, она тут же охлаждается. Это было показано.
И проявили уже несколько компаний, проявили интерес к этой системе. Это довольно можно сделать мобильную компактную систему охлаждения для автомобиля, для других систем. Я правильно понимаю, что то, что мы называем современные холодильники или машина Стерлинга, они при уменьшении объемов становятся еще менее эффективны? Да. Это как раз-таки хорош для таких, ну, не микроуровней, да, но, скажем так, очень компактных холодильников, да, которые будут пожирать много энергии, если мы будем говорить о старом методе охлаждения. Да, совершенно верно. Механические системы охлаждения, они более эффективны при больших объемах. Как и вот двигатель сгорания автомобиля. Чем больше мощность машины, тем более эффективная. Чем больше размеры в литрах, так сказать, объем двигателя, тем более эффективные. Поэтому вот это наше изобретение, оно позволяет с той же эффективностью работать в даже микроразмерах. Мы делали проволоки микронной толщины, никель-титановые, тоже работают. Сейчас мы пытаемся уменьшить до наноразмеров эти проволоки. Наносветильники? Да, я вот персонально этим сейчас занимаюсь, использую несколько методов для утоньшения никель-титановой проволоки, чтобы получить большую поверхность. Чем тоньше, тем можно использовать больше тоненьких ниточек и увеличить размер поверхности и эффективность обмена со средой. Простая задача, которую надо решить. Если можно, я вернусь к тому изобретению, после которого ваше имя, кажется, стало известно на весь мир, потому что ссылки есть не только на русскоязычные источники, это то, что называется, ну просто по Гарри Поттеровски ткань-невидимка, Invisible Claw, которая вошла. На самом деле я видел, что было несколько направлений, как получить материал, который будет создавать эффект оптического обмана и скрывать объекты, да, и не только ваша лаборатория, но я потом выяснил для себя, что ваш метод тогда с этими нанотрубками был наиболее прорывным. Были британцы, да, со своими изобретениями, были вы. Какова судьба этого изобретения сейчас? Да, вот в тот год, когда мы с вами встречались и обсуждали это, буквально через потом 4 месяца, в декабре, газета «Таймс» объявила меня изобретателем года. И это изобретение вошло вот в тот год, 2011, изобретение года. Но хочу сказать, что создание систем невидимок – это довольно сложная проблема. И то, что я сделал, это по сути скрытие объектов позади некой ширмы, которая может переключаться. Я назвал это мираж-эффект. Это действительно в науке называется мираж или сверхрефракцией. То есть, что имеется в виду? Что можно создать какую-то ширму, которая при приложении каких-то температур к нанотрубкам меняет коэффициент преломления среды и отклоняет луч света. Таким образом можно скрывать или показывать объекты за этой ширмой. Вот, по сути, что было сделано, как бы мираж-эффект управляемый. Я понимаю. Кроме мираж-эффекта, не мне, а в другом интервью, я не помню, оно англоязычное было или на русском языке, вы говорили о методе, который позволяет полностью растворяться в среде. Это искусственные опалы, которые вы помещали в хлороформ, да? И это был несколько другой метод скрытия объекта, который полностью принимал, ну, скажем, так преломлялся, что, да, проще скажем, чтобы было понятно, он как бы растворялся, да? Он не растворялся, он оставался в своем состоянии агрегатном, но он был абсолютно невидим. Да, исчезал из поля видения. Ну, это явление тоже, знаете, как бы малоинтересно, оно известно, что если... Это, кстати, это первые как бы невидимки, которые пришли в голову человека. Если наше тело человеческое
сделать коэффициент преломления тела, сделать как у воздуха, единицу, то тогда от нас не будет отражаться лучи, и мы будем невидимыми. Поэтому в многих старых фильмах они выпивают что-то, которое превращает коэффициент преломления нашего тела в единицу, и тело становится невидимым. В этом эксперименте с опалом я просто демонстрирую. У опала это силиконовые сферы, у них коэффициент преломления 1,44. Я извиняюсь, если я буду перескакивать на английский, чуть не сказал 44, 1,44. И вот у хлороформа тоже такой же коэффициент преломления. И когда мы опускаем опал, и хлороформ заполняет все поры, опал полностью исчезает из поля видения. Это предмет наших исследований по проекту фотонные кристаллы, то есть так называемые материалы с отрицательным коэффициентом преломления. Все известные в природе материалы имеют положительный коэффициент преломления. Вот если мы в стакан воду нальем, то мы на дне можем увидеть даже под большим углом копеечку или что-то там. Мы видим, как преломляется луч. Так вот, в этих системах с отрицательным коэффициентом преломления луч отклоняется в обратную сторону. А из-за явления дифракции на вот этих сферах, на силиконовых сферах размерами в полдлины волны происходит преломление света в обратную сторону. Это называется отрицательный коэффициент преломления. Мы пытаемся использовать это для создания невидимок. Каким образом? Луч должен попасть на какую-то сферу или цилиндр, созданный из этих опалов, и распространяться по поверхности этого опала вокруг объекта. И на выходе он должен выйти параллельно, при этом объект исчезнет из поля видения. Вот это имеется в виду системы невидимки с использованием фотонных кристаллов либо метаматериалов. На сегодняшний день вот идет бурное развитие в этих двух направлениях. Есть проблемы и очень большие. С опалами главная проблема, что опалы сделаны из силиконовых, из стеклянных сфер маленьких, размером полдлины волны света. О чем это говорит? Что эти сферы будут очень сильно отражать свет. Огромное рассеяние с поверхностью. Когда мы смотрим на опал, мы видим, как мел кусочек, с цветными, с игрой цветных всяких тонов. С метаматериалами другая большая проблема. Они сделаны из металла. Значит, они сильно поглощают свет. И они, вообще говоря, резонансные, поскольку речь идет о электронном резонансе, когда этот резонанс преобразуется в электромагнитная и магнитные составляющие, дают отрицательное эпсилон и мю. То есть оба параметра, и диэлектрический коэффициент преломления, и магнитный коэффициент преломления, должны быть отрицательные. Тогда их произведение даст положительную величину, и мы что-то увидим. Иначе это всегда будет imaginary, то есть это будет все поглощать очень сильно свет. Вот проблема метаматериалов – это поглощение сильно. Метаматериалы – это нанотрубки, это то, что вы имеете в виду? Да? Не совсем. Метаматериалы сейчас больше делают методами литографии, когда тоненькие полосочки или какие-то фигурочки, соизмеримые с длиной волны света, и когда волна света подходит, возбуждает в них электрические токи, в этих есть просто кольца, есть просто полосочки диэлектрические. Все это системы называются метаматериалы, то есть как бы потусторонние материалы. Они создают резонансы в электронной системе этого материала. И таким образом они могут отклонять свет в нужном направлении. Можно концентрировать луч. Какое направление из вот этих невидимок для вас кажется перспективным, самым перспективным? Потому что когда вы говорили о нанотрубках, вы подтверждали, что это технология, которая была интересна военным, прежде всего. Да, нужно помнить, что, как я сказал, по сути, это просто
эффект миража. То есть это ширма, которая отклоняет свет в сторону. Объект сзади исчезает. Хотелось бы создать, чтобы вот как бы объект как человек, он был невидим. Вообще невидим. То есть мы смотрим и не видим ничего, а мы видим все, что есть позади. Это очень сложная задача. Вот как я говорил, чтобы луч света обошел объект, но за объектом он сохранил направление распространения. У вас есть идеи, как этого достичь? Ну, вот два направления пока только как бы на виду у ученых. Это фотонные кристаллы и метаматериалы. Ну, те же метаматериалы, использование в метаматериалах плазмонных эффектов. Это тоже сейчас очень популярно. Но все это пока резонансное. Что такое плазмонные эффекты? Поверхность металлических материалов, в которых высокая электронная проводимость, имеет некий резонанс электронной подсистемы. Вот у золота, почему мы видим золото желтым? У нее есть плазмонный резонанс в области как раз 500 нанометров. Поэтому он поглощает золото в этой области, ну, зеленый свет. Поэтому мы видим золото желтым. Это вот как раз плазмоника, так называемая. Но хочу заметить, что все эти метаматериалы, даже с учетом эффектов, плазмонных эффектов, резонансные явления. То есть мы сможем сделать невидимку в какой-то узком диапазоне света. Трудно покрыть весь диапазон света, видимый, ну, начиная от 200 нанометров, допустим, до 700. Это проблема, и пока не видно перспектив решения. Ну, дай бог, хотя бы в узком диапазоне света. Вы продолжаете исследования в этом направлении? Или вы сейчас сменили как бы сферу интересов? Как бы все материалы, все установки стоят готовыми, нужна свежая, хорошая идея. Угу. Но у вас постоянно, я так понимаю, по этим материалам появляются аспиранты, новые люди. Вот в данном случае с методом охлаждения, по-моему, кто-то китаец, а кто-то даже, я не понял, японец по фамилии или это американец, но люди из разных стран у вас в лаборатории работают. Много работает китайских ученых. Вы знаете, Китай сейчас спонсирует своих ученых 15 тысяч в год для стажировки где-нибудь за рубежом. И они могут, практически каждый ученый, ехать за границу. И у нас в лаборатории минимум человек 10 ученых из Китая. Это выгодно и нам, и им. Что касается вот этого промежутка между 2020 годом, то есть 2019, когда вы в Science опубликовали этот метод охлаждения свой, и 2011-2012, когда вы стали изобретателем года с этими нанотрубками и Invisible Cloak, чем-то еще, что вам еще, я пропустил просто, поэтому вопрос такой немножко глупый, что-то было еще или... Мой интерес в основном лежит в области низкоразмерных физических свойств низкоразмерных материалов. К этим низкоразмерным материалам относятся углеродные нанотрубки, это одномерные материалы, графин, двухмерные полупроводниковые системы. Я больше интересуюсь явлениями распространения тепла, то есть фононов вот в таких системах. Чем оно отличается от объемных трехмерных материалов. Я много посвятил времени исследованию тепловых свойств нанотрубок, графина, их композитов. Мы можем делать из этих систем различные приборы, балометры для определения электромагнитного излучения. И сейчас я больше уделяю внимание, это как бы basic research, фундаментальные направления,
где интересно понять явление вот на границе размерностей. То есть в этой области у меня интерес, я по-прежнему пытаюсь создать тепловой диод, чего нет еще на свете. Вот тепловой диод – это моя мечта, используя вот низкоразмерные материалы. Но большую часть времени, конечно, приходится тратить на проекты всевозможные. И в этом плане я занимаюсь так называемыми термоакустическими излучателями звука. Звук, как известно, это второе вот наше восприятие мира через всякие звуки. Ну, мы знаем всего совсем мало явлений излучения звука. Очень известны всем динамические излучатели звука, электродинамик, правда? В котором катушка вибрирует в магнитном поле и создает звук. Так вот, с помощью углеродных нанотрубок, если взять просто тоненькую пластиночку нанотрубок и приложить к нему электрический сигнал, нанотрубки будут греть окружающий воздух за счет расширения и сжимания создаст звук. То есть в такой системе нет механически вибрирующих частиц. Когда вы смотрите на поверхность нанотрубок, они не колеблются, но в то же время они излучают звук. Эффективность такого излучателя я уже добился больше вот известных электродинамических излучателей, более 2%. Эти системы интересны для излучения. Более чистый звук? Да? Это более чистый звук, как бы более качественный, или это... Спектр излучения просто вот открытых на воздухе углеродных нанотрубок значительно шире, чем обычный электродинамик. Поскольку электродинамик все-таки механическая вибрация диффузора всегда имеет резонансы. Диффузор невозможно сделать бесконечно легкий, очень легкий. Углеродные нанотрубки не колеблются, воздух колеблется вокруг за счет расширения сжимания. Это называется термоакустический эффект. И ваши эти работы могут быть интересны музыкантам, которые не любят, особенно классической музыки, которые не любят делать записи своих концертов, потому что считают, что это все теряется во время записи и воспроизведения через электродинамики. Преимущество термоакустических излучателей, их можно сделать гибкими, их можно сделать очень тонкими. Просто тонкая пластинка, я, может быть, смогу вам продемонстрировать в лаборатории у себя, абсолютно прозрачная тонкая пластинка в 100 микрон, в котором внутри, конечно, нанотрубки, излучает звук, и вы можете гнуть эту пластиночку, держать в руках, и в это же время она излучает звук, понимаете? Так же, как ткань какая-нибудь. И можно делать размеры этой ткани, размерами метр на метр, к примеру. Интересно это и для излучения под водой. То есть можно создавать системы локации океана на больших расстояниях, можно делать большие размеры. Известные на сегодняшний день пьезоэлектрические механические преобразователи, они довольно громоздкие и тяжелые. Вот в этом направлении я работаю, и есть определенные успехи. Американцы вас захантили после вашей успешной работы в Южной Корее, да? Там вы работали для бизнеса, и после уже Samsung, если я правильно помню, как название компании, LG, вы оказались уже в Соединенных Штатах, в Техасе, в Далласском университете. Можете напомнить, я не хочу сейчас вспоминать, потому что я реально это не вытаскивал, даже не помню эта программа, где не я владелец этого телеканала, и программы у меня на руках нет, которую мы делали. Напомните мне тогда, что вы делали для корейцев в те годы? Да, после развала Союза Корея создала специальную программу по приглашению советских ученых. Вот тогда я попал в Южную Корею, в Сеул, в институт технологии LG Electronics. Они хотели от меня получить технологии изобретения
технологию электрохромных дисплеев. Я уже в Советском Союзе начинал заниматься этими, как раз это было начало нанотехнологий. Тогда я пытался делать еще в Узбекистане материалы для таких дисплеев, но в Корее было больше возможностей, можно было приобрести все инструменты, и это процесс разработки этой технологии довольно быстро пошел вперед. Мне удалось создать электрохромные матрицы для вот обычных компьютеров. Чем отличаются электрохромные дисплеи от жидкокристаллических? В жидкокристаллическом дисплее, по сути, жидкий кристалл модулирует прохождение света через него, через тонкий слой этой жидкости, когда вы прикладываете электрическое поле. А по сути цвета все, они появляются за счет фильтров, которые стоят за каждым пикселом. То есть жидкий кристалл это просто как бы прозрачная, непрозрачная среда. Как только вы выключите экран компьютера, изображение исчезает. И вы не знаете, что у вас было последним изображением на экране и так далее. Электрохромные дисплеи, они по принципу другие. То есть, что происходит? К примеру, прозрачная пленка какого-то материала выглядит как стекло. Когда вы инжектируете в него ионы, это место, куда вы инжектировали, меняет цвет. Может быть красный, синий, в зависимости от ионов, которые вы внедряете, и материала, естественно. Но, как вы ввели эти ионы, они уже сидят там. Вы можете выключить компьютер, и у вас на изображении сохранится. Конечно, в тот момент, когда я разрабатывал инерционность ионного внедрения, плотность материалов, ну и сами материалы не позволяли тогда создавать быстрые переключения. То есть жидкий кристалл может переключать с частотой килогерца изображения. Поэтому мы видим движущиеся предметы. В тех электрохромных дисплеях, которые я разрабатывал, довольно медленное изображение. Сложное изображение, для переключения сложного изображения нужны были минуты. Где могло найти применение такое изобретение? Это большие транспаранты, к примеру, которые нужно переключать, может быть, раз в час. Либо картины дома, цветные картины, которые висят в стене. Если вам это изображение надоело, вы подходите, нажимаете кнопку, в течение минуты оно переключится на другое изображение. Вот была идея создания таких больших плоских экранов, которые можно вешать как в аэропорту, к примеру, для расписания полетов, дома для картин, транспаранты всевозможные. Это вот было направление для электрохромных дисплеев с памятью. И на этом ваши проекты с корейцами бы закончились, да? Вы уже... Это в 90-е были годы, да? Проект очень хорошо развивался. Но, вы знаете, Корея к тому моменту, когда я там был, это 1998-2002 год, в Корее еще не было даже понятия о грин-карте. То есть я не мог там быть, они не мог стать гражданином этой страны. Для чего мне это нужно было? Чтобы полноправно участвовать в конкурсах проектов, получать деньги, развивать всю эту систему. Я, как иностранец, не имел права это делать. В таком же состоянии были другие бизнесы из России, из других республик, которые приехали в Корею. Им не разрешали развивать самим свой бизнес. Нужно было действовать только через корейского представителя, через корейского менеджера. И к концу 2002 года я уже стал выступать, обсуждать это и с президентом университета, что нужно дать полномочия, чтобы мы могли... К этому времени как раз пришло приглашение из Америки. У моих друзей был проект хороший, где нужно было как раз исследовать тепловые свойства вот этих углеродных нанотрубок.
Они меня пригласили, и, к сожалению, этот проект, он закрылся автоматически без меня. Хотя я тогда уже создал большую группу из 15 человек, и мы довольно успешно уже демонстрировали на выставках некоторые экземпляры своих работ. Ну, вот так сложилась судьба. То есть вы имеете в виду, закрылся проект корейский, который с Да. электрохромными... Ага. После моего отъезда он закрылся. Говоря, сейчас одну тему коснусь. Когда о вас пишут в американской либо британской, ну, англоязычной, скажем, раньше говорили прессе, сейчас скажем медиа, да, вас представляют очень часто как узбекского ученого, и здесь у нас возникает вопрос, действительно вы ассоциируете себя с узбекской наукой, потому что иногда в этом подразумевают некоторую этничность, вот это такое, ну, постсоветское восприятие, да, человека. Какой ученый вы, закончивший Харьковский институт, и тогда это для нас вы еще и украинский ученый, это был Советский Союз, вы советский ученый, вы работали в Узбекистане, вы, наверное, Узбекистан можно считать и родились там узбекским ученым, а, наверное, для крымских татар как народа сейчас такой находящегося в пассионарной фазе своего развития, и который не готов отказываться ни от кого из крымских татар, где бы он ни находился, вы крымско-татарский ученый. Этот вопрос всегда был сложен. Мы, ученые, говорим, что наука не знает границ. То есть нельзя сказать русская наука, американская наука, английская наука. Наука общечеловечная. Если говорить о корнях, да, я получил образование на Украине, научную свою деятельность в основном провел и как бы опыт получил в Узбекистане. Я ж практически не работал в Крыму, но я крымский татарин. Поэтому этот вопрос очень сложный. К кому себя отнести? И даже когда московский комсомолец писал обо мне, отношу ли я себя к крымско-татарскому ученому, я сказал, что на этот вопрос я не знаю сегодня ответа. До всех этих событий с аннексией Крыма у вас были идеи, вы обсуждали, что вам было интересно делать что-то в Крымском индустриально-педагогическом университете. Еще был жив ректор Якубов. Чем-то закончились эти идеи? В конце концов, это инженерный институт, а вы физик, который занимаетесь материаловедением, если я правильно это интерпретирую, да, сферу вашей деятельности. Это как раз могло быть интересно. Иногда просто послушать лектора такого уровня, это уже дает много студентам. Получилось ли что-то в Крыму? Нет, не получилось. Я очень благодарен, конечно, Февзи Якубовичу Якубову за то, что он предложил мне лаборатории. Мы с ним обсудили, какие направления мы будем развивать. Я предложил тогда нанотехнологии, частично продолжать корейские разработки с электрохромными материалами. И тогда уже были идеи о нанотрубках, о фуллуренах. Я мог выращивать эти фуллурены сам. И Февзи Якубович тогда провел меня по своему университету и показал, какие комнаты он мне выделяет и какие группы. И тогда мы договорились, что мы будем развивать. Но, как я сказал, тогда у меня уже было предложение от Америки. И мы начали с ним думать, если я даже застряну в Америке, как помочь его лабораториям с проектами. И мы тогда создавали совместные проекты. Частично это начинало продвигаться, но далеко это не пошло. Я не работал никогда в пединституте, индустриально-педагогическом институте. Интересно ли это сейчас, вызывает ли для вас интерес? Вот здесь, в Киеве, сейчас есть Таврический национальный университет имени Вернадского, который возглавляет его ректор, это бывший проректор там, в Крыму, Владимир Павлович Казарин. И, конечно, раньше его сфера деятельности была филология, русская филология, пушкинист известный. Но здесь, в Киеве, он понимает, что это университет, в котором надо развивать и физику, и естественные науки,
и IT-технологий, он наслышан тоже о вас, и он понимает, что, в принципе, такую профессуру можно хотя бы на начальных этапах в лекционных, каких-то вот таких приглашенных лекций делать даже в скайп-вариантах. И я добавлю, что в этом университете в Киеве большая часть, или большая часть значительно, студентов это из Крыма, крымские татары. Я объясню, в чем это связано. Крымские вузы сейчас, их дипломы не признаются, они лишены всех этих возможностей Erasmus'а, обмена студентами, и поэтому Киев, Крымский вуз в Киеве, это одна из таких возможностей дать образование, во всяком случае, признаваемое для студентов из Крыма. Насколько интересно вам это делать через Киев и сотрудничать с Киевским университетом? Я не вижу никаких для этого препятствий, поскольку, как я сказал, я космополитик и не знаю, я как бы далек от политических всяких притязаний. Хочу сразу сказать, что я сотрудничаю с Сколково институтом в Москве. У нас хорошие с ними публикации, с другими университетами российскими. С удовольствием буду сотрудничать с университетом, Таврическим университетом. Если это поможет науке, я за. Давайте поговорим о том, о чем было предварительно, о корнях ваших родителей. Вы родились в 1955 году, это, понятно, депортационные годы, это Узбекистан. О Крыме, о ваших корнях. Кто, откуда? Это традиционный крымско-татарский вопрос. И даже для поколения 20-летних мы над этим очень шутим и смеемся. Это космополитичное действительно поколение, которое легко передвигается между Соединенными Штатами, Китаем, Крымом и еще чем-то. Но этот традиционный вопрос, оказывается, не изменяется с поколениями. Да, это целая история. Действительно, мои родители родились в Крыму. Мой отец, Энвер Алиев, он родился практически в центре Симферополя, рядом с центральным рынком, улица Футболистов. Его дом до сих пор там стоит. Я ходил вокруг этого дома, видел. Это был когда-то очень большой дом, и все трое братьев, родителей моего отца, жили в этом доме с древнейших времен. Мама родилась в деревне Корбеколь, в горах. Замечательно красивое место, я много раз бывал там. И я нашел сейчас вот исторические справки о ее родителях, когда они там. То есть все поколение, насколько они помнят, они жили в этом Корбекуле. Фамилия Окас у мамы. И эта фамилия очень распространена и в Крыму, и особенно жителей этой деревни. В Узбекистане я родился в месте, так называемая пятилетка под Ташкентом, примерно 40 километров южнее Ташкента. Это место плотного населения крымских татар. В деревне, в которой я родился, практически все говорили только на татарском языке. Мы русские услышали только в первом классе. Поэтому это деревня, в которой и оттуда я получил как бы крымско-татарские знания, оттуда вся история Крыма, поскольку у нас жили и 2 орденов славы герои Отечественной войны. У меня отец герой соцтруда. Очень много интересных людей вокруг. У нас было в этом совхозе 9 отделений, и все эти отделения крымские татары. Причем с различных местностей Крыма. Отделение номер 3 это полностью ускуты из-под Судака, вы знаете. Наша деревня вся практически это Ялыболи, так называемые побережные, вот Корбекуль и прочее. Мой отец со своей семьей случайно туда попал. Их больше депортировали на Урал, Симферополь, центральную часть. Но у них там своя была история, их высылка застряла на ночь. Поэтому они попали в совершенно другую местность.
И, как вы знаете, до 1961 года у нас был комендантский час, мы никуда не могли выезжать за пределы нашего вот этого междуречия. Это было междуречие Ангрена и Черчака. А по тем временам это были очень заболоченные места. И вот крымских татар, когда привезли, сказали: осваивайте, нужно высушивать и сажать хлопок. И сады. И, как известно, крымские татары очень преуспели. Эти районы, они стали, ну, золотыми. Вот на сегодняшний день это самый высокий урожай в этих районах. Помните ли вы крымско-татарский язык и удается ли на уровне семьи хотя бы на бытовом поддерживать его в Соединенных Штатах? Скажу, что практически нет. Единственное, когда удается поговорить, я каждый год езжу в Крым. У меня старшая дочь, у меня 2 внуков, и скоро будет уже 3-й внук в Крыму. Там я общаюсь по-татарски с братьями, сестрами. Мы все довольно хорошо знаем, как я сказал, язык, поскольку мы вот из этих деревень, где все говорили на татарском. Давайте попробуем с вами поговорить. Давайте попробуем, но я, честно говоря, как я говорил, здесь в Америке не удается. En meraklысы siz dediniz, baba tarafınız Ahmetçitli, ana tarafınız Korbekuli. Doğru. Men anam tarafı Korbekuli olğan için, men de Korbekul şivesini bilemiz. Böyle kitiyim, keliyim, böyle alaf etirediler Korbekul tarafında. Siz Doğru. kaysı şiveni sayladınız, baba tarafının yoksa ananızın şivesini alaf edesiniz? You know, bilesizim, evet, anam tarafın. Yani men bilgenimce, men konşularımız, onlar da laf ettirdiler ana tilinde. Babamın tili и adabi tili. Ama ol ballar laf ettiler ana tilinde. Bizim laflarımız Türkçe gibi biz aytayıq var. Var yerine var, evet. Sizin obur arkadaşınız da galiba Kırım Tatarı apayınız. O da bile mi tilini yoksa unutuldu onda da? Bilirdi ama Taşkent şehirde doğan idi. Onun için anda çok Kırım Tatarları yok idi. Ular laf ettirdiler, hartanası yaxşı bilirdi. Hartanası Kırım'dan. Ana babaları yaxşı bilirdiler. Ama şehirde kimden laf edeceğim? Çilanzar'da bayağı Kırım Tatarları var idi ama anlağanıma göre Taşkent'in insanları pek medeniyetliydi, tez Ruslaştılar. Tez Rus diline geçtiler o vaxtda Taşkent'te. Doğru. Men apayım babası tekstil kombinatta çalışaydı. Anda çok idi Kırım Tatarlar. Ular çoxsunu bilir ediler ama yaşlar yok. Yaşlar tapmaq bir kimsenin laf etmek için bek ağır. Şimdi Amerika'da yaşayan vaxtınızda İngiliz dili mi oldu birinci dil? Endi qaysı dilde düşünüyorsunuz? Rusça mı, İngilizce mi? Yani anlayayım, Kırım Tatarca'yı zorlaştıra. İngilizce oldu mu ana dili gibi siz için? Yok Dani. Buna iş tarafında o laf etmek, anlamak İngilizce. Ama evde laf ettik, dostlarla Rusça, aytsam İngiliz tili için men için kolaylı Rusçadan. Kolaylı Rusçadan.
Yeah, шын енді білесіз, енді 17 ел мен мындамын. Yani kitap оқығанда, ilmi kitaplar оқығанда, İngilizce оқымаға daha kolay olasыз. Yeah, doğru. Анлайм. И çok sağ olun, перейду на русский язык. Теперь остается у нас только попробовать снять вот эти ваши эксперименты в лаборатории, ну, то есть показать, как это выглядит, потому что реально это выглядит фантастически, и попробовать собрать из этого не только части интервью, но и видеоматериал, наглядно показать это ну, широкому кругу зрителей, потому что мы делаем это не для ученых, да, мы делаем это популяризаторство среди общего населения. Абсолютно, я с этим согласен, я хотел бы популяризировать науку, и я постараюсь показать пару интересных явлений, которых многие люди никогда не видели. Это будет довольно интересно зрителю. Попробую еще сделать и текстовую расшифровку, не обещаю, насколько быстро. Это получится, если успею на выходных, не успею уже на следующей неделе. Отправлю вам посмотреть. Из видеоряда тоже кое-что выберу. А уже от вас зависит, когда мы сможем, вот так скайп-связью посмотреть вашу лабораторию. Пока у нас нет возможности прилететь к вам, ну, хотя бы по скайпу отснять это. Да, я подумаю, как более качественно это снять, ну, вот используя и скайп, и, может быть, камеры какие-нибудь. Что, поскольку речь идет о нанотехнологиях, нужно показывать мелкие детали. Да, я понимаю. На самом деле, когда я делал на эту тему с нанотехнологиями здесь, в Украине тоже есть ученые, которые работают, ну, в международных грантовых проектах и интересные работы, то, конечно, некоторые вещи дизайнеры просто рисовали в 3D-графике для того, чтобы более наглядно представить. Были такие возможности, особенно до, я называю вещи своими именами, до войны, конечно, экономика Украины на тот момент развивалась бурно, и такие бюджеты были. Сейчас, я говорю, мы только как страна восстанавливаемся, и я надеюсь, что опять будет не только та сложная информационная повестка, которая была последние 5 лет, но опять мы возвращаемся к культуре, искусству, науке, таким вещам, без которой страны не существует. И поэтому популяризаторство науки, я думаю, один из таких ключевых тезисов. И для крымских татар это, мне кажется, очень важная штука, потому что, ну, наука и достижения, которые будут вдохновлять молодых людей и получать образование в лучших вузах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, это, наверное, очень важно и для тех, кто живет в Крыму. Не знаю, как вы, что вы думаете по этому поводу? Абсолютно согласен, да. Когда я бываю, ну, совершенно короткие периоды в Крыму летом, и я вижу, насколько большой интерес у нашей молодежи в Крыму к науке. Они пытаются расспрашивать, ну, они много слышали о квантовых компьютерах, о изменении времени и пространства, черных дырах. Люди интересуются. И нужно это все популяризировать, объяснять людям. Это, я считаю, важным моментом. И в своей жизни тоже. Я не знаю, да, наверное, это будет не эфирная часть. Меня несколько смущает один момент. Попытка совместить, знаете, это, по-моему, так в Америке это фонд Темплтон занимается, или если правильно, также в мусульманском мире попытка все равно загнать или совместить с религией науку, как бы понимая, что наука это важно для развития, но при этом не отрываясь от религиозных догматов. Я по этому поводу... У меня есть какие-то сомнения, я не знаю, что вы скажете по этому поводу. Возможно, я не прав. Что это следует делать? Здесь, кстати, в Америке идет определенная борьба, что религия должна быть отделена от и образования, и науки. Религия идейная часть деятельности человека, она по усмотрению людей. Кто-то принял, кто-то не принял это. Наука для всех людей.
Я по-прежнему остаюсь сторонником эволюционной модели. Я принимаю стандартную модель существования человека, известную стандартную модель. И пока изменений в моем восприятии мира не произошло. Как мы с вами обсуждали это Да. назад, я сторонник эволюции. Чок Саумас, я благодарю вас за этот разговор и покажу, и жду от вас фидбэка по поводу лаборатории, когда мы сможем. Саунас, я напишу, может быть, в понедельник или во вторник мы с вами свяжемся и продолжим. Большой привет вашей семье. И надеюсь, в какое-то время мы попробуем организовать и поездку в Соединенные Штаты для того, чтобы полноценное документальное что-то сделать с вами. Кстати, если вы можете, я с другими учеными крымско-татарского происхождения, на которых следовало бы обратить внимание, как-то мне попалась информация об одной группе нобелевских лауреатов, троих, где четвертым был человек с крымско-татарским именем и фамилией. Он не был в списке получателей премии, но я сначала думал, это про раздувание с крымско-татарской среды, а потом где-то нашел этот линк на английском языке. Но ничего не знаю, это биология, по-моему, в области биологии. Да, Маджидов, иммунология. Иммунология, да? Его руководитель получил Нобелевскую премию по иммунологии. Руководитель, ну, он пришел к этому руководителю буквально за год до того, как его руководитель получил. То есть он не сделал тогда вклада в Нобелевские достижения его руководителя. Ну, сам Меджидов высокого рейтинга ученый. Он добивался вот как бы работы у этого руководителя много лет. Он сам писал об этом, есть автобиография у него, что он много лет пытался попасть к этому ученому. Как его зовут, Меджидова? А? Как зовут этого ученого? Сейчас. Он крымский татарин. Я забыл, у меня супруга хорошо знает всю эту информацию. Из какого университета? Это тоже Штаты? Это Штаты, по-моему, Калифорния. Я точно не знаю. А других не слышали, да? Молодых или юных совсем? Я вот пытался помочь. Мы пытались создать программу через Якубова, Февзи Якубовича, чтобы он нашел через Крым наших ученых здесь или прислал. У меня сейчас есть возможности, и были в то время, приглашать в аспирантуру. У меня есть деньги, есть проекты, я могу приглашать крымско-татарских студентов для повышения квалификации, либо для стажировки. Даже в те годы я подписал договор в Таврическом университете об обмене студентами. Но этого не произошло. Февзи Якубович немного помог, он нашел студентов здесь, они обратились ко мне, и мы сотрудничали с студентами. Я знаю, вот Эрик Меджумеров есть такой, который сейчас получил здесь PhD звание, и он удачно работает. Знаю других, вот в Хьюстоне много и ученых, и не ученых. Вот, может, вам знакома Эльмас Муждабаева, племянница Айдара Муждабаева. Других знаю людей. Мы общаемся здесь. Есть некое свое комьюнити небольшое. Интересно, я объясню. Мне интересно не просто комьюнити, мне интересны люди, которые будут делать достижения в науке, у которых вот наука и открытие – это часть их мечты просто. Это мечтатели, которые умеют это реализовать. Вот мне это сфера моих интересов, да, открывать, попробовать находить этих людей. Ну, потому что хорошее качество мечтания, которое не просто мечтание, сидя на диване, да, а такое кинетическое или динамическое мечтание, вот эти люди очень интересны.
Я думаю, много крымских татар, просто я не занимаюсь поиском. Я думаю, что здесь в Америке много, в Европе очень много крымских татар. Крымские татары любознательные. Спасибо. Огромное вам спасибо. До встречи. До свидания. До свидания.